Приветствуем всех на телеканале Якутия-24. Это мы вам покажем. Меня зовут Катерина Винокурова. Мы не просто так находимся на фоне вот этого замечательного, всем известного, по крайней мере, жителям города Якутска, мурала. Этот мурал нарисовала художник, дизайнер Кыдана Игнатьева. И сейчас она вот рядом со мной здесь находится. Кыдана, здравствуй. Здравствуй. Давай начнем наш разговор как раз-таки вот это Анна Лахчин, да? Ага. Я знаю, что ты много раз в различных интервью рассказывала об истории этого мурала, да? Но давай напомним эту историю. Он, так скажем, положил начало для улучшения, да, нашего города, для красоты нашего города. Можно же так сказать? Ну, можно другими словами сказать, что это было как начало, первые муралы, такие масштабные росписи были по Якутску, и после этого начали появляться другие от приглашенных художников, от наших местных. Ну, можно сказать, этот рисунок дал толчок развитию уличного искусства в Якутии. Вот. Почему ты обратилась вот именно к этой тематике, и сама ли ты выбирала нарисовать девушку? Ну, сама предлагала именно вот эти общежития, девятиэтажки, потому что подумала, что вообще в рамках международных игр «Дикие Азии» мы это сделали, и понимала, что здесь по улице Кирова будет большой поток людей, будет много участников, спортсменов ходить вот с площади Ленина к стадиону Туймада, да, поэтому здесь хотелось как-то облагородить вот эти общежития, они выглядели очень плохо, вот, поэтому как-то вот идею сразу поддержали, а насчет эскизов, это было уже очень давно. 2016, по-моему, да? 6 лет назад где-то было, вот, и там утверждали, там смотрели совместно с главным архитектором города Ириной Алексеевой, а также тогдашним мэром Вайсеном Николаевым. Вот, и решили сделать такие рисунки. Ну, конечно, как я сейчас вижу, и хотелось бы там немножко что-то подправить, что-то сделать, или сейчас уже надо начать думать вообще через несколько лет, что с ними можно уже сделать. То есть мы обновляем рисунок, или можно полностью их поменять. Может, другие там художники могут порисовать, но это нужно уже думать с городом. Вот. Ну, сами по себе муралы, они же не прям вот капитальное что-то, да, капитальное изменение чего-то. Это просто такой метод быстрыми и дешевыми решениями, как можно облагородить пространство вокруг. Вот. Ну вот и недалеко мы видим буквально через дом еще один мурал. Да, они совместно были нарисованы параллельно по тематике города Якутска, и как Анна Лахчин Хатун, как, получается, хранительница города Якутска. И вот недавно же тут были парады, то есть в этом году же у нас идет ремонт по проспекту Ленина, и вот на этих, я видела на кадрах вот и Якутия-24, и НВК, очень хорошо тут снимали, кадры были хорошие. Рисунки реально как-то чуть-чуть улучшают. Они действительно очень оживляют и добавляют, правда, красоту. Я думаю, многие жители города со мной согласятся. Да, это клево, но, конечно, надо облагораживать не только вот рисунками, но и сделать упор на более вещи долговечные. Это, хорошо, что сейчас идет ремонт, вот большой ремонт, который был запланирован уже давно по проспекту Ленина и так далее, и там, по основным улицам города. Ну и плюс еще нужно, конечно, вот все наши уличные, дорожную сеть, плюс еще места скверов, даже вот это вот место, вот Дворца детства, все облагородить, поставить не только вот по 3 лавочки, а как-то более хорошие решения давать, не только сделать тут большую парковку. Вот эти думы мы думаем все, архитекторы, дизайнеры и так далее. Кыдана, я предлагаю здесь недалеко отправиться на прогулку по Талому озеру. Ты сказала, что это, можно сказать, не только твое, но и одно из любимейших мест отдыха для горожан, и одно из красивейших в центре, можно сказать. Вот что как ты считаешь, по городской среде здесь были обновления, да? Да, конечно, мы все работали над этим, когда работала в Центре компетенций, архитекторами выступали
вообще разные люди на самом деле. Сначала был конкурс большой, где мы участвовали. Я тогда была молодой зеленой, совместно с командой участвовали в 2014 году. Тогда и вообще другое правление было, имеется в виду, в городе. Вот. И после этого этот проект очень много раз менялся, потому что вообще какие-то тенденции тоже менялись, да, с тех времен. 10 лет прошло. И вот, получается, было построено позапрошлом году, закончено, там, мост строили в каком-то другом году, а вот все остальное позапрошлом и 3 года назад начали все. Конечно, если там сравнить с другими городами, там Южная Корея или даже вот наши центральные города, где очень много времени, денег, бюджета, профессионалов уделяется таким работам, там, конечно, все лучше. Но если так сравнить, такого пространства еще не было в Якутске, что доказывает то, что очень многие люди сейчас начали сюда ходить. Летом тут уже не пробиться ни скамейкам, ни к лодкам, поэтому как бы то, что люди сами же тут ходят, это уже показывает качество нового проектирования и реализации. Конечно, дальше нужно делать еще больше и лучше. Вот такие у нас мысли. Это не только мои мысли, но и архитекторов. А вообще, если уж говорить о городе, вот твое любимое место в городе, или место, которое ты бы хотела, чтобы оно стало краше? Весь город нужно улучшить. Весь город, да? Не, да, если таким проблемным местам, все равно у архитекторов есть какие-то мысли, да, у кого-то жилые дома, у кого-то вот общественные пространства или общественные, социальные, культурные здания, но у меня всегда была, мысль того, что хочется все-таки вот по части экологии улучшить, по части экологических тем, где мы можем как-то сыграть роль. Имеется в виду, меня всегда волновало вот наш городской канал. Вот озеро Талое, озеро Сайсыры, озеро теплое, все это относится как к кусочкам городского канала изначально, который был до всего строительства. То есть в нулевых, 90-х все застроили, засыпали, и в итоге у нас страдает на самом деле все озеленение города. То есть было бы хорошо все это прочистить, сделать углубления в каких-то местах, сделать проточным. Вот мы же любим говорить, что Якутск не зеленый город. Но он изначально был очень зеленым городом. Почему наши предки выбрали вот это место? Там даже в легендах же пишут, что были тут стерхи летали, там коняшки и так далее. Тут было очень зелено, очень красиво, нереально красивая долина была. Но мы, конечно, вот человек это как бы все равно потребляет, там, не учитывает какие-то вещи. В итоге у нас пострадало все озеленение. Это по исследованию, по исследованию примерно так. И хотелось бы сделать прям такой зеленый каркас для всего города, чтобы вот все каналы соединить. И вообще мечтаю вот отсюда, чтобы я пешком прошлась до автодорожного округа. Это вообще возможно сделать. Вот сделать пешеходные пути и связанные именно вот с городским каналом. И люди могли бы тут кататься на великах, бегать, все это вместе. Я просто, примерно так смотрю. Вот у нас в последнее время очень много уделяется работа вот, администрации того, чтобы улучшить жизнь автомобилистам. Но мы зачастую забываем о велосипедистах, о матерях, которые просто вот ходят с колясками. И просто пешеходов. Я сама по себе пешеход по жизни, и у меня нету машин, никогда не было машины. И для меня очень неудобно ходить по городу. Как-то хочется улучшить жизнь в эту сторону, потому что расширяя ширину дорог, мы никогда не уменьшим пробки. То есть машин все равно будет больше и больше. Нужно это другими вещами регулировать, чтобы город был удобен для всех. Вот таким вещам нас учат в образовательной программе. Поэтому у меня жизнь разделилась на до и после. Конечно, я там ходила до этого, очень узко мыслила, сейчас как-то более глобальнее, и все смотрится. Все равно это живой организм, город. Надо как-то все лечить. Как-то так. Хорошие слова. Вот сейчас можно сказать, что твоя такая одна из основных
мечт, так скажем, улучшения города, улучшить качество города, да? О чем ты мечтала в детстве? Ну, в детстве-то мечты же разные бывают. Но ты всегда любила рисовать? Да, ну, рисование у меня всегда было с детства. Как я себя помню, постоянно рисовала. И, ну, не скверы, площадки, но какие-то вещи. Сама по себе я являюсь как живописец, да, который рисует маслом. Сейчас, когда у меня, благо, времени не так много сейчас, пытаюсь не забывать и постоянно рисовать, ну, какие-то вещи, имеется в виду. Люблю рисовать на тематику фольклора, традиционного вот, нашей культуры и так далее. Вот все это как бы у меня есть, и стараюсь это не забывать. Вот. А все вот это моя работа основная, это проекты, вещи, ценности, которыми я живу. Ну, в детстве мечтала, ну, как и все, ну, не президентом, конечно. У меня таких амбиций не было, и с детства понимала этого, но просто хотела стать художником. Чем ты вдохновляешься? Что-то посещаешь, куда-то ездишь, общаешься с людьми? Ну, вдохновение, не знаю, в разный период тоже разные. Ну, природа вдохновляет. Я же сама родом из Катанаха, маленького села Катанах в Черепчинском Лусе. И вот эти вот поездки, там отдых вот сильно вдохновляет. Я там реально набираю силы и считаю это местом своей силы. Кстати, многих спрашиваю, у многих однокурсников, у других городов, и тоже спрашиваю у них, где ваше место силы. И многие не могут ответить. В этом плане нашей национальности, ну, вообще у якутов, я думаю, основная сила то, что мы понимаем, что здесь наше место силы. То есть это наша республика, она родная, и можно хоть куда-то переехать и потом возвращаться, потому что это все родные места. А вот у многих моих друзей из Москвы, например, они где-то родились в Беларуси, жили в Владивостоке, потом в Питере, и они не понимают, где их почва. В этом плане, кстати, они как-то ревностно относятся, типа, я говорю, вот Якутия, и все. Да, они немножко другие, да? Да, и в нас они чувствуют прям такую силу. Ага, и в этом, я думаю, прикольно. Сейчас очень много молодых, креативных, талантливых архитекторов, художников. А ты как относишься вот к новому поколению? Как бы ты их оценила со своей точки зрения? Насколько вот можно им доверить такие грандиозные планы по тому же улучшению нашего города? Ну, конечно, вот многие говорят, вот художник, он такой собственник, он не любит там давать какие-то комментарии и так далее. Но я не такой человек, я вообще издавна являюсь таким более общественным человеком, то есть люблю делиться опытом и знаниями. Поэтому у меня очень много вот знакомых, которые постоянно что-то спрашивают, я спрашиваю у них, учусь. Вот, поэтому очень важно делиться своими знаниями, опытом и с молодежью, и со всеми, кто этого желает. Вот. Поэтому у меня очень много людей, которые хотят консультироваться по разным вопросам. Я думаю, это наоборот хорошо. То есть как-то вот дальше не только, ну, не обучать, получается, да, но чтобы как-то продолжить вот эту всю нашу тему по развитию. Даже вот по части муралов тоже ко мне выходят художники, ну не только выходят, я сама была куратором около 3 лет по фестивалю современной культуры, где у нас участвовало около 30-40 художников, где всем нужно было рассказать, как делать такие масштабные росписи, помогать им и помогать с эскизами и так далее. Это все как бы уже как идет школа, да, какая-то, которой хочется продолжения. Вот так. Катана, я знаю, что одним из последних реализованных проектов это были автобусы. Те самые автобусы красные, которые курсируют по городу, которые недавно официально были представлены. Расскажи об этом проекте, как он зарождался. Этот проект я курировала, когда вот работала в Центре компетенций. Тогда мы еще совместно с командой сделали со студией дизайнер Сулчан Арт, руководителем которой является Ростислав Павлов, дизайнер, очень талантливый молодой дизайнер. И вот совместно думали вообще, как можно оформить, сделали несколько эскизов, я свои эскизы, они подготовили.
Вот. И выбрали именно мой эскиз, утвердили. Там была мэрия, было правительство. И очень долго думали. Еще над рисунком сказали, что быстро утвердили именно сам рисунок, который вот есть именно вот по бокам. Это, да, расскажи значение рисунка. Ага, значение рисунка это как символ. Рисунок в виде вот символа якутского календаря. То есть мы же хотели привязать это к столетию СССР. Там же в логотипе есть якутский календарь. Но не хотелось прям буквально сделать этот логотип, распечатать, потому что автобусы, окей, юбилей пройдет, но... Автобусы останутся. Да, останутся. Почему бы и нет, и чтобы логотип-то как бы так же был, да? Но хотелось все-таки более универсального, но более напоминающего именно вот сам брендинг этого юбилея, поэтому... Этот рисунок был самый первый эскиз, который я сделала, потом несколько было эскизов, и он был самым таким удачным, который всем приглянулся, можно сказать, изначально. Но очень много было вопросов насчет цвета автобуса. Да, почему красный? Вообще, да. Вот, например, управление по части дорог, автобусов, вот ЕПАК, например, мэрия, говорили, что хотят более интересный цвет, какой-нибудь такой зеленовато-синий, сложный оттенок и так далее. Кто-то говорил, хотелось бы увидеть оранжевые автобусы, кто-то зеленые. Мы изначально, вот все дизайнеры лоббировали за красный цвет, потому что у нас было много аргументов, потому что ранее, вот несколько лет назад, были куплены городом около 30 красных автобусов, которые тоже курсируют по городу. И вообще изучили психологию цвета. Цвет сильно влияет на человека. Вот, например, у нас же не только вот летнее время, да, у нас в основном зима, и зимой холодно, да. А вот теплые цвета, вот такие как оранжевый, желтый, красный, они греют человека психологически. Если там был бы холодный или холодный синий или красный теплый, конечно, лучше красный теплый сделать, потому что холодно зимой. И так холодно, да? Да, еще и туман у нас летом. То есть зимой очень сложно увидеть вообще, какой автобус едет и так далее. И вот по одному аргументу у нас было то, что пожилым и людям с проблемами зрения очень сложно увидеть, но оказывается красный свет, он виден более-менее. Вот. Поэтому вот с такими аргументами мы выступили. И когда все решили, что решаем, что красный, но Айсен Сергеевич сказал, что может все-таки сделаем упор на зеленый цвет, потому что красный какой-то немножко агрессивный. Вот. И все согласились, все руководство. Но я помню, ходила по городу и думала, все-таки нужны красные автобусы, потому что нет, я много езжу по другим городам, даже в Москве же очень хорошо сделали вот брендинги электробусов, вот синие с клевыми такими орнаментами, там написано еще хорошие такие лозунги. И все-таки они сильно влияют на весь город, они все-таки рисуют почти всю панораму, поэтому это очень важный вопрос, который захотелось дальше как-то именно довести вот это дело. Об этом решила написать Айсену Сергеевичу просто в Инстаграме. Оказывается, сейчас то, что пишут, оказывается, приравнивается как к письму, да? Вот. И это очень серьезно восприняли, и Айсен Сергеевич сказал, что вот этот пункт того, что людям вот с проблемами зрения, плюс пожилым сложно увидеть, то есть легче увидеть красный цвет, вот этот, можно сказать, молодежным сленгом триггернуло, и в итоге он решил поддержать идею. В итоге у нас красный автобус. Все как ты хотела. Все как мы хотели, дизайнеры. На самом деле, да, они очень хорошо смотрятся, по городу сейчас ездят, и как-то реально поднимают настроение. Очень радуется. Сама прокатилась уже? Нет. Нет еще. Я просто вижу, как я сказала, я пешеход в основном. Вот. И многие пишут, нету людей, которые вот не нравится, надо было синий или зеленый. В основном все пишут красный, прям хорошо выбрали, поэтому рада, что мы не ошиблись. Мы с Каданой немножко подмерзли, поскольку на улице не так пока еще тепло, как хотелось бы для мая. Зашли в ближайшее
заведение, попить кофе. Когда она и здесь бы, я хотела тебя спросить о твоих сегодняшних планах, над которыми, вот проекты, над которыми ты сегодня работаешь, что это? Можешь немножко приоткрыть завесу, тайну? Ну, вообще, последние 3 года я работаю по части улучшения городской среды, это по части архитектуры, благоустройства. 3 года отработала в Центре компетенции по вопросам городской среды «Лето» Якутия. И там очень много было работы по части благоустройства вот новых общественных пространств. Это вот в Нюрбе, например, парк строили, и во всей этой работе мы участвовали. Плюс еще вот благоустройство Талова, набережная в Покровске. Но моей задачей всегда было это то, что я курировала разработку, дизайн кодов, брендинга, территорий, и плюс еще была куратором фестиваля современной культуры «Лето Якутии». Сейчас, в этом году, я должна была вообще переехать, Так. но решила пока остаться, потому что появились, ну, можно сказать, хорошие предложения насчет проектов. Не по трудоустройству, а конкретно по проектам. Да? Ага. И сейчас работаю над ними, и появляется еще плюс много, то есть не только там один. И приходится работать не одной, потому что там большие разработки, работаем в команде, в сообществе, то есть не прямо у меня какое-то архитектурное бюро. Нанимаю дизайнеров, архитекторов, молодых, талантливых, таких, благо у нас сейчас много, и собираемся по проектам, вот здесь собираемся, там сколько-то людей, и потом далее идем, ну как-то так. Если человек занят, то находим другого. Сейчас я работаю над оформлением дизайн-кода и брендинга Высохатуймады в Висхатуйне, плюс еще сейчас меня привлекли по работе мастер-плана города Мирный. Там разрабатывает мой однокурсник по образовательной программе «Архитектор РФ», владивостокская компания, Concrete Jungle называется. Вот там меня привлекли по работе по брендингу. Брендинг – это фирменный стиль, это логотип города, это вообще какое повествование будет на будущее у города. Вот такие проекты сейчас разрабатываю. Мне самой интересно делать не такие большие, глобальные, а какие-то вот детализированные, это, например, навигационные указатели, разработка фирменного стиля. И если мне нравится именно сама местность, имеет какую-то большую историю, мне это очень нравится и интересно. В прошлом году мы реализовали навигационные указатели, ну такой вот природный, для природного парка разработали брендинг, плюс еще сделали навигационную систему, куда включаются вот малые архитектурные формы, скамейки, навесы и так далее. Но сейчас первым этапом реализовали навигационную систему. Это вот указатели, где что находится, плюс с описаниями, с легендами местности. Это мы сделали в местности Кулаты, в Кандалакском районе. Разработали сначала проект с молодыми архитекторами, потом поняла, что денег нету, в смысле на реализацию. Никогда не бывает денег лишних, поэтому начала искать спонсоров и нашла в лице Утум Плюс, это компания, наверное, ты знаешь, которая занимается вот как раз строительством, проектированием. Они вложились вот на реализацию первого этапа в Кулаты. И сами просто вот карамзины, они любят заниматься вот путешествием, любят хайкинг, поэтому, кажется, вложились. И сейчас тоже думают, им это очень понравилось, как вообще шла реализация, поэтому решили тоже сделать, возможно, вот на священных местах подобные проекты, они хотят проспонсировать, и на самом деле вот они молодцы в этом плане и тоже привлекают меня. Вот такие вот проекты, плюс еще по части муралов тоже есть проекты на лето, не только здесь, в Якутске, но и приглашают в Мурманск. В Мурманском фестивале я должна расписать мурал. Плюс еще по Кавказу я должна там проехаться, там тоже ждут. Прямо до Кавказа, да? Да, меня ждут в городе Нальчик, Кабардино-Балкарская республика. Ничего себе! Почему у меня география расширилась? Потому что в прошлом году я попала через большой конкурс в образовательную программу от Института «Стрелка».
Это ведущие вообще проектные компании, проектный институт и образовательный институт по всей России, которые занимаются вот как раз образованием, большими глобальными проектами. И вот я попала туда, и мы вместе со 100 архитекторами отучились целых полгода, и у меня там появилось очень много друзей, с которыми постоянно вот общаемся. Все вот самые яркие лидеры по части архитектуры, благоустройства вот самых основных городов приехали вот, получается, на эту программу, и сейчас со всеми общаемся, поэтому друг друга привлекаем, уже делаем такие коллаборации, что тоже очень важно для меня, для развития. Ну, такие достаточно глобальные планы, я бы сказала. Да, вроде да. Вроде сейчас особо, ну, в смысле, конкретной основной работы у меня нету, но выступаю у многих консультантом, экспертом, плюс еще Такое, можно сказать, фрилансерство у тебя? фрилансерство, но сотрудничаю все равно тут с управлением архитектуры, Ты там, везде по и разным всюду. мероприятиям, да. Если там нужна помощь, конечно, везде там что делаю. Дана, огромное тебе спасибо за встречу, спасибо, что в своем графике нашла для нас время. Я желаю, чтобы все планы обязательно реализовались, успешно реализовались. Думаю, что мы еще с тобой увидимся не раз. На этом наша программа подходит к концу. Всем желаю плодотворной работы. Смотрите, мы вам покажем на телеканале Якутия 24. До встречи в эфире.